Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Удержать обстановку. И не надо из этого психоз делать. Если в Татарстане угроза карантина, узнал Рамиль Шайдуллин. Продукты и лекарства с доставкой на дом. И сумки таскать тяжелые пенсионерам. Очень большую работу делать. На акцию добрых дел вместе с волонтерами отправился и Рамиль Галиулян. Электронные приборы, токарные станки и 3D-принтеры. Программа вылетала, и приходилось либо перезагружать компьютер, либо полностью его выключать. Как в колледжах республики обновляется оборудование и появляются новые лаборатории, увидел Салават Мухаммадулян. Прошлое, которое нельзя вычеркнуть из памяти. Мы были маленькие, у нас дома, если честно, был запрет. Или просто табу на эту тему не говорить. Как в небольшой деревне Кукмурского района жители на личные средства открыли памятник жертвам политических репрессий. Подробности у Натальи Мизиной. Портреты фронтовиков написаны их боевыми товарищами. Сегодня мы с вами имеем возможность узнать героев, которые запечатлены на многих портретах периода Великой Отечественной войны, которых ранее не знали. Работы художников, которые раньше хранились только в архивах Министерства обороны, теперь можно увидеть и в Казани. Новую выставку посмотрела Вероника Гайнудинова. Тотального карантина не будет, каникулы не продлят, дистанционка не грозит. Сегодня об этом на правительственном совещании заявил Рустам Минниханов. Президент республики напомнил, что такой сценарий возможен только при строгом соблюдении санитарных требований и личной ответственности. Тем временем Роспотребнадзор сообщает, заболеваемость ковид в октябре выросла на 52%. Рамиль Шайдуллин об эпидемиологической ситуации на конец октября. Мы наблюдали с вами достаточно спокойный сентябрь, где общее количество случаев было даже меньше, чем в августе на 20%. Однако уже в октябре кривая заражений ковид резко подскочила. На 372 случая больше. Это на 52% выше сентября. Роспотребнадзор приводит статистику. Большинство случаев контактные, но остается и угроза извне. Поэтому прибывающие из-за рубежа туристы должны проходить тесты. И тогда угрозу несут уже недобросовестные лаборатории. Так, предприимчивая сеть центров «Звезда» вводит в заблуждение граждан, прибывающих из-за рубежа, и проводит вместо необходимых ПЦР-исследований экспресс-теста на антитела ковид. В результате прибывший может и не знать, что болен коронавирусом, и может заразить как взрослых, так и детей, что особенно опасно в разгар учебного года. С сентября в школах уже было зарегистрировано 40 случаев заболевания ковид среди школьников, но все единичные. Ситуация позволяет продолжать образовательный процесс. Как подчеркнул президент, на каникулах работают пришкольные лагеря, спортивные и молодежные объекты. Никаких планов на переход дистанционного обучения нет и быть не может. Школа работает нормально. Масочный режим, вот эта фильтрация позволяет нам контролировать ситуацию. Под контролем ситуация остается и в целом по республике, несмотря на сезон простудных заболеваний и ОРВИ. Поэтому тотальный карантин, отметил Рустам Минниханов, вводить не планируется. Единственный путь – соблюдать санитарные нормы, носить маски, дезинфекция. И не надо из этого психоз делать. Нормально надо работать в этих условиях. Пока же лидерами по заболеваемости значатся сразу 8 муниципалитетов: Казань, Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Верхний Услон, Камское Устье, Аксубаево, Нурлат. Поэтому на всех объектах республики усилен контроль за соблюдением мер профилактики. Рамиль Шайдуллин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Итак, сегодня в Татарстане выявили 43 новых случая ковид. Один из них завозной, остальные 42 контактные. Таким образом, общее число случаев заражения в республике 8417 человек, сообщает Республиканский оперативный штаб. В России за сутки выявлено 18 140 инфицированных. В Москве около 5000 заболевших. 854 в Санкт-Петербурге, 397 в Нижегородской области, 196 в Саратовской. У наших соседей в Мариэл 45 новых случаев ковид, в Чувашии 57 и 205 в Ульяновской области. Как распространяется коронавирус, наглядно показали японские ученые. С помощью суперкомпьютера они создали цифровое изображение того, как двигаются вирусные частички. В этом эксперименте подтверждается эффективность масок. Что нужно знать, чтобы защитить себя, расскажет Вероника Гайнудинова.
Эту графику создали ученые из Института физико-химических исследований города Коби. Для этого использовали японский суперкомпьютер Фугаку. Он воссоздал, что происходит, когда зараженный человек поет, а это уже последствия кашля. Если показать наглядно, как вирус распространяется, то, возможно, люди задумаются о рисках и более основательно подумают, как себя защитить. Вот простой пример. 4 человека сидят за одним столом и разговаривают без масок. У одного из них ковид. Человек напротив вдыхает в 4 раза больше аэрозольных частиц, чем тот, кто сидит по диагонали от говорящего. А самому большому риску подвергается сосед, который сидит рядом с зараженным. Ученые говорят, посетители ресторанов могут снизить риск, если не будут снимать маски во время разговора до подачи еды и наденут их после того, как закончат трапезу. Такая же схема и на рабочих местах, и в классных комнатах. По словам японских ученых, на распространение вируса влияет и уровень влажности. Если он ниже 30%, то количество частиц в воздухе в 2 раза больше, чем при влажности в 60%. Поэтому исследователи полагают, что увлажнители в помещениях могут помочь снизить риск заражения. В пригородных поездах или в вагонах метро ученые советуют увеличить вентиляцию в 2-3 раза. Вероника Гайнудинова, ТНВ. Самый юный пациент, излечившийся от ковид, живет в Перу. Это новорожденный Хорхе. Он родился раньше срока на 3 месяца и весил всего полкилограмма. У него был положительный результат на коронавирус. Инфекция передалась от матери. Недоношенный малыш провел почти 4 недели в инкубаторе под пристальным наблюдением медиков. Спустя месяц ему удалось победить болезнь. Скоро маму с ребенком выпишут. На родине младенца уже успели назвать новым символом надежды. Это большое чудо для меня. Мы сейчас вместе с ребенком. Хорхита для меня символ любви, надежды и уверенности. Оставайтесь дома, мы поможем. Обращаются волонтеры республики к старшему поколению. Напомним, добровольцы Татарстана снова на передовой. Они приходят на помощь людям старше 65, которым рекомендована самоизоляция. Продукты и медикаменты волонтеры доставляют пожилым все самое необходимое по их заказу. Так, вам удобно в какое время дня? Рабочий день с утра и до вечера, но волонтеры готовы трудиться хоть круглосуточно. Ради тех, кому сейчас так нужна помощь. Как, например, бабушке на другом конце телефона. Сама купить продукты не может. На помощь приходят добровольцы из «Единой России». Вот, например, сейчас мы выполняем заявку от бабушки, которая заказала картофель, лук, морковку и свеклу. Именно на продукты поступает большинство заявок, говорят волонтеры. Все овощи покупают на сельхозярмарках. Здесь и цены ниже, и качество выше. Замечательная форма оказания помощи населению, потому что сюда, на эти ярмарки сельскохозяйственные, наши татарстанские производители привозят самую свежую продукцию. Это социально доступные цены. И, казалось бы, обычные продукты. А для пенсионеров, кто сегодня из-за коронавируса вынужден остаться дома, неоценимая поддержка. Наведываясь в гости, волонтеры не забывают и про средства защиты. Обязательно маска, перчатки. В день получается объехать сразу несколько адресов. Здравствуйте. Все продукты прямо к порогу. Хоть и приглашают в гости, но нельзя. Самоизоляция. Муслима Гайфудинова сиделка. Хозяйки квартиры 83. Оставлять одну нельзя. Голова закружится, она уже падать начинает уже. Бывает такое у нее частенько. Конечно, тяжело. И сумки таскать тяжело пенсионерам. Очень большую работу делает. Спасибо большое всем. Прийти на помощь тем, кто находится дома, готовы добровольцы по всей республике. С начала пандемии волонтеры выполнили больше 11 тысяч заявок. Обратиться за помощью можно, позвонив по телефону общественной приемной «Единой России» или горячей линии, указанной на экране. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов направил президенту Турции Раджепу Эрдогану телеграмму со словами соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, произошедшими в результате землетрясения в провинции Измир. Позвольте выразить вам мои самые искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами. Глубоко скорблю о погибших. Прошу передать слова поддержки и искреннего сочувствия к родным и близким. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Также Рустам Минниханов направил телеграмму со словами соболезнования губернатору турецкой провинции Измир Язуфу Кашгеру и мэру города Тунчу-Сайерру. Напомним, накануне землетрясение магнитудой 6,9 баллов унесло жизни 25 человек, более 800 пострадали.
К другим новостям. Капремонт многоквартирных домов в республике завершен более чем на 98%. 2/3 из этих домов уже приняты Госжилинспекцией. Об этом сегодня рассказали на заседании в Доме правительства. Работы завершены в 613 домах. Кроме того, практически закончен капремонт во всех школах Татарстана. Из 87 объектов работы не завершены в 4. По программе капитального ремонта стационаров выполнение составляет 88,5%. На 6 объектах работы завершены. Продолжается работа на 9 объектах. Также до конца декабря работы будут выполнены. Татарстан оказался в лидерах по количеству эскроу-счетов в Приволжском округе и в тройке по количеству раскрытых счетов. Об этом читайте в интернет-газете «Реальное время». В казанской подземке поехал антиковидный поезд. Теперь в метро ходит состав без межвагонных дверей. В условиях пандемии это позволяет пассажирам минимизировать контакты друг с другом и свободно перемещаться из вагона в вагон. Кроме того, поезд оборудован современными автоматическими системами обеззараживания воздуха. На нем проехался и мэр столицы Ильсур Метшин. Это уже 15-й поезд в казанском метро. Он состоит из 4 вагонов. Для удобства пассажиров установлены USB-розетки и светодиодные лампы. Очень важно, что не имеет межвагонного перекрытия, поэтому социальная дистанция. Его, хотя закупали мы далеко, заказывали до коронавируса, но он пришелся кстати. В лучшие года мы перевозим до порядка 100 тысяч пассажиров в сутки. На сегодняшний день пассажиропоток по понятным причинам снизился до 75, но тем не менее это большая цифра. На 81 счастливую семью в Елабуге стало больше. Сегодня участники программы социальной ипотеки получили ключи от долгожданных квартир. Большинство новоселов – нефтяники. По программе соципотеки в этом году в районе сдано 49 тысяч квадратных метров жилья. По плану 65 тысяч. О радости новоселья в нашем следующем репортаже. 4 года ожидания, и вот своя просторная и светлая квартира. Глава семьи Сальмановых, Ришат, вместе с детьми уже осмотрели новое жилье и придумали, как оформят каждый его метр. Здесь мы поставим диван, кресло, телевизор повесим наверх, вот такой плазменный, в общем. По минимуму мебели. Свою долгожданную квартиру получила и семья Гильмуддиновых. Из-за проблем во время строительства и смены подрядчиков их новоселье тоже затянулось. Сколько времени прошло, я не знаю. Она то в один момент должна была сдаться, то в другой момент. В общем, наконец-то наступил долгожданный день. Мы сегодня безумно счастливы. Возводить многоэтажку начал один подрядчик. Летом к работам приступил другой. 9-этажку по улице Автомобилистов 11 удалось застроить за несколько месяцев. Муниципалитет определенные проблемы создавал Татнефти, но тем не менее вот, технически и идеологически за строительством этого дома они, конечно, помогли вытянуть нашим подрядчикам. Дома построены по национальному проекту «Жилье и городская среда» сдаются в чистовой отделке. В квартирах есть все необходимое: плита, санузел, регуляторы тепла и автоматическая система считывания данных. Радик Фархулин, Алина Сысоева, Гульназ Гайни, Рашид Галямов, ТНВ Елабуга. Страшное прошлое, которое нельзя вычеркнуть из национальной памяти. Накануне в России вспоминали жертв политических репрессий. В татарстанской редакции книги памяти сейчас 150 тысяч фамилий политзаключенных. Поминальные свечи и цветы были в этот день и в маленькой деревне Починок, Сутер, Кукмара. Здесь на свои средства семья Сидоровых установила мемориал в память о своих близких, которые стали жертвами репрессий. На камне выбиты всего 2 фамилии, но они так много рассказывают о трагических страницах истории нашей страны. Верхняя грань памятника, видите, она какая, она неровная. Это символ того, что жизнь сломали. Этой чертой до и после в семье Сидоровых стал 31 год. Тогда у отца и матери с 4 детьми на руках отобрали все имущество и сослали в Свердловскую область, без права на возвращение домой. До сих пор внуки пытаются восстановить дату смерти и место захоронения, но безрезультатно. Как же так? Ну, человек жил, был, и вдруг его нет, и нет никакого места, так сказать, которое бы на месте, даже, говорят, осиновый кол, и то в землю втыкали. И вот из-под потихонечку у меня закралась такая мысль, а почему бы не поставить на родине? Черная гранитная стена – родители, а 4 столбика рядом – дети. Барельеф Сергей Сидоров установил наличные средства. Сам нашел камень, художника, рабочих. Месяц работы, и сегодня памятник соединил поколения – братьев и сестер, которых жизнь раскидала от Дальнего Востока до Урала. Как бы связь прервалась.
И вот по новой мы сейчас уже, вот, как бы, наш вот этот памятник объединил. Вот сегодня мы, когда было открытие, вот все родственники собрались здесь. В маленькой деревне Подчинок Сутер 287 жителей. Жертвами политических репрессий стали десятки. То, что вот такое событие произошло, я надеюсь, натолкнет наших учеников задуматься об истории своей семьи и страны. Они же все-таки наше будущее. Они должны знать такие вещи, хотя они очень страшные. Эх, Господи! Этот новый памятник установили рядом с мемориалом воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. И теперь здесь образовалась настоящая связь поколений. И молодежь, идя со школы или обратно, всегда сможет почтить и вспомнить свою историю. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Кукмурский район. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Новые станки, компьютеры и лаборатории для татарстанских колледжей. По национальному проекту образования учебные заведения в городах и райцентрах открывают мастерские по компетенциям WorldSkills. Сегодня 5 классов открылись в столичном радиомеханическом колледже. Как меняются учебные процессы и почему новые условия не только для студентов, расскажет Салават Мухаммадуллин. Здесь 3 мм, 688 микрометров. Вот, это размер вот этой вот детали. Новые приборы, свое рабочее место и без очереди к устройствам измерения. Это лаборатория метрологии. Здесь учатся делать замеры различных деталей. Раньше, в принципе, у нас было определенное количество микрометров, штангенциркулей. То есть мы сидели в аудиториях и нам их раздавали, ну, например, на практических, и нам учили на них. Но их было не так много. Не хватало компьютеров и инженерным дизайнерам. Говорят, из-за устаревшей техники создание проекта занимало не один день. Теперь в распоряжении современные машины и 3D-принтеры. Программа вылетала, и приходилось либо перезагружать компьютер, либо полностью его выключать. Сейчас? Сейчас уже все более-менее нормально, ничего не зависает и не вылетает. В этой лаборатории в этом году увеличили количество рабочих мест с 15 до 25. Все просто. Чем их больше, тем больше шансов воспитать новых чемпионов WorldSkills. В мастерской тренируется и сборная республики. В этом году по дистанту, когда проходил у нас национальный чемпионат, у нас первое место Алмаз Долгоширов. Новые лаборатории, оборудование и рабочие места в колледже благодаря гранту по национальному проекту образования. Масштаб изменений можно понять даже визуально. Вот это, например, вот здесь видно 1964 года выпуска токарный станок. А через 3 шага мы видим оборудование 2019 года выпуска. Можно вообще сравнить эти станки? Нет, эти станки даже сравнивать нельзя. Прекрасный станок. Гранты на такие мастерские за 3 года получили 11 колледжей республики. В 9 из них площадки уже заработали. География очень широкая. Казань 2 колледжа, Челны 1 колледж, Лениногорск 2 колледжа, Бугульма есть, Арск есть, Алтня есть, Кукмар есть. Конкурс будет продолжаться, и мы планируем активно в нем участвовать. На новом оборудовании учатся не только студенты, но и действующие работники предприятий. В колледжах они получают дополнительное образование. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Недостаток здоровья не компенсирует избытком мастерства и профессионализма. В Татарстане проходит региональный этап 6-го национального чемпионата по профмастерству для людей с ограниченными возможностями. Диапазон профессий широк, от строительных специальностей до педагогики и творчества. Победители будут представлять республику на федеральном уровне. Педагогический колледж Автограда стал соревновательной площадкой. В одной аудитории занимаются бисероплетением, в комнате по соседству практикуются в дошкольном воспитании, в 3-м зале эксперты оценивают навыки будущих учителей начальных классов, а еще цифровой дизайн и игромастер. Всего 50 конкурсантов. На нашей площадке проходит компетенция дошкольного образования. Значит, все участники выполняют 2 задания. Первое задание у них была демонстрация физкультурного досуга.
по теме, и у студентов у них было выполнение задания «Это корректирующая гимнастика после дневного сна». Второе задание, на которое сейчас они у нас сели и готовятся, это дидактическая игра о труде взрослых. Соревновательный дух и в Бугульминском строительно-техническом колледже. Конкурсанты показывали свое мастерство в декоративно-художественной отделке поверхности по заданным размерам. Победитель выявляется у нас по критериям оценивания. То есть в конкурсном задании есть критерии оценивания. Это туда входит как организация рабочего места, техника безопасности. Дальше у нас идет окраска рабочей поверхности, ромба и, получается, декоративная отделка трафарета. Всего на площадках профессиональных колледжей республики пройдут соревнования по 54 компетенциям в категориях школьники, студенты, специалисты. Победители региональных этапов будут представлять республику на национальном чемпионате «Обилимпикс», который пройдет с 23 по 29 ноября в Москве. Светлана Звонарева, Руслан Бекмухаметов, Айдар Мусин, Диана Колесникова, ТНВ, Набережные Челны, Бугульма. Вкусные, свежие и доступные десятки видов продукции татарстанские фермеры сегодня вновь привезли на сельхозярмарки. Они прошли в Казани, Нижнекамске, Челнах, Альметьевске, Зеленодольском районе. Фермеры привезли мясо, молоко, овощи, зерно и не только. Прилавки ломились от продукции, выращенной на своих подворьях и хозяйствах. С изобилием столкнулся и Рамиль Шайдулин. Продавец аккуратно раздевает качан, чтобы на весах оказалась чистая и самая вкусная часть. Так сегодня продают капусту в Дербышках. Традиционная сельхозярмарка. Выбрать можно подешевле. Мешками берут, приходят, спрашивают. Приходят не только с мешками, сельхозпродукцию увозят машинами, как, например, Серафима Куенбаева. У нас животные, кролики. Мы для них до этого брали в магазине, конечно, а сейчас вот ярмарка пока подешевле. Такая же картина в Альметьевске, но Сания Шарафуддинова кладет в машину мешок лука. Это для себя. На зиму это небольшой, 14 килограмм там. В нефтяной столице сельхозярмарка сегодня проходит на базе нового агропарка. Фермеры привезли много продуктов, но покупателей пока мало. Еще не все знают, что здесь ярмарка. А так ничего, вроде бы все забирают. Чего не скажешь о Челнах. Уже с утра здесь наплыв. Горожане берут мясо, овощи, мед. Стараются успеть купить, ведь ярмарка скоро закончится. Почему один день? Но они вот не смогут продать и мясо, там, и вот капусту. Можно бы в воскресенье это дать бы. В Казани нет такого ажиотажа. Пожилые приходят к самому открытию ярмарки, остальные заезжают в течение дня. Но даже на ярмарке можно оказаться в очереди. Например, как здесь, у палатки с яйцом. Но как много желающих, так же много и предложений. Стоять долго не придется. Тех, кто уже закупился, ждут на культурной площадке. Здесь и поют, и танцуют, но все же главное – это прилавки. Свежие овощи, фрукты, мясо, молоко, яйца. Подходи, покупай. Капусту, морковь, свеклу, картошку. Все выращиваем мы сами. Нам очень нравится в Дербышках ярмарка. И как проводят, и вот это все художественная самодеятельность, которая проходит, песни нравятся. По данным Минсельхоза Республики, на осенних ярмарках раскупили почти 500 тонн мяса, 118 тонн молока, 4,5 миллионов куриных яиц. Но у фермеров еще есть запасы. Каждую субботу, вплоть до Нового года, они ждут своих покупателей. Рамиль Шайдулин, Вадим Илларионов, Илюза Хамидульна, Ирик Хабибуллин, Ильшат Аюбов и Рамиль Закиев. ТНВ, Набережные Челны, Альметьевск, Казань. Герои Великой Отечественной, герои картин. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» открылась интерактивная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата». Карандашные зарисовки с фронта десятки лет хранились в архивах Минобороны России. Впервые их увидят зрители в 23 городах страны. Портреты из разных музеев России, интересные судьбы и истории поиска родственников. Одна из первых выставку посетила Вероника Гайнудинова. Это, конечно же, снайпер Малаштанов. Павел Кирпичев, военный корреспондент, по совместительству он был художником. Такими героев видели их боевые товарищи. Фронтовые портреты написаны руками фронтовых художников во время Великой Отечественной. После войны зарисовки попали в архивы Минобороны России. И все это время были недоступны даже для родных солдат. Было принято решение собрать их, попробовать найти
родственников этих людей, потому что у многих же даже фотографий не осталось их родственника. Вся выставка мультимедийная. Портреты представлены на таких больших или маленьких экранах. Они в виде писем треугольников с фронта. Вот одним нажатием их можно открыть и прочитать краткую биографию солдата. Художники старались изображать разных солдат, но вот танкиста Николая Храмова случайно нарисовали сразу два художника, и оба портрета сохранились. Всего на выставке 55 работ. Судьба многих изображенных героев трагична. 26 погибли, 6 числятся пропавшими без вести. Только 23 солдатам посчастливилось вернуться домой. Рисунки, особенно карандашом, мне очень нравятся. Я желаю, чтобы здесь было много народу, чтобы больше интересовалось, потому что все эти люди победу нам достали. Новая выставка дополняет проект «Память поколений», посвящена 3-летию мультимедийного парка «Россия. Моя история». Ко дню рождения насыщенная программа. Средневековые бои, средневековые мастер-классы, посвященные ремеслам Средневековья. Также мы проводим 15-минутные короткие экскурсии, посвященные личностям истории России. То есть Александр III, Николай II, Екатерина Великая. Интересные факты и жизни, и семьи этих ярких личностей. Ко Дню Конституции Татарстана 6 ноября в мультимедийном парке готовят интерактивную программу, посвященную республике. Вход для всех желающих свободный, как и на эту выставку фронтового портрета. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это все новости, о которых мы успели вам рассказать сегодня. Всего вам доброго. До встречи. Здравствуйте! Первые ночные заморозки, листва, упавшие с деревьев – все это напоминает, что скоро наступит зима. А пока встречаем ноябрь, и о погоде на его первый день чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков, ночью местами дождь, станет прохладнее. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также облачно с прояснениями и без осадков. Дневная температура +4. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность. Вероятность осадков будет небольшой. Ночная и дневная температура схожи, около 3 градусов выше нуля. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе осадки не ожидаются, будет прохладно. Одевайтесь теплее, берегите себя. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске на небе облака, но не дождевые. Прохладно, но пока с плюсом 4 градуса. Для жителей центральных районов республики 1 ноября будет сухим и прохладным. Несмотря на небольшое похолодание, плюсовые температуры все еще сохраняются. В понедельник выглянет солнце, осадки не прогнозируются. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». В Казани переменная облачность без осадков. Температура воздуха около 5 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление чуть выше нормы, 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных и теплых выходных в кругу близких. До свидания.